Вот оно, мощное средство против вируса. Лишайник с красивым названием – цитрария, хорошо знаком травникам. Здесь прямо на подоконнике этнографического отдела Национального музея республики расположились всем знакомые травы, которыми издревле коми народ лечил хвори – василек, тысячелистник, лен, ягоды рябины, корни лопуха. Словом, природная аптека, которая у нас растет прямо под нашими ногами. Такая мини-экспозиция в окне появилась не случайно. Пандемия диктует свои условия. Эта идея выставок на стульях или выставок вот в окне, как у нас в отделе, она возникла как раз именно в сегодняшней ситуации, когда, к сожалению, музей не может принять посетителей. И вот чтобы порадовать гостей и жителей города, было решено вот такая форма подачи экскурсии, так скажем, бесконтактная. То есть когда люди могут подойти, посмотреть, почитать, познакомиться. А здесь, в соседнем окне, то, что бережет женское счастье, благополучное замужество, тепло семейного очага. Это кукла Троица в платье из зеленого льна с 3 косами и венком из листьев березы. А главное – без лица, чтобы злых духов отвадить. Оберег делали в один из главных христианских праздников – Троицу. Ее еще называли зелеными сетками. В этот день девушки на поляне водили хороводы, пели песни, кумились и обменивались этими куколками. Таким образом желали друг другу удачно выйти замуж и чтобы дом был полной чашей. Малая 5 – это вот большой палец и указательный палец, большая 5 – это большой палец и мизинец. Измерить длину своей руки, используя средневековые меры длины. Это одно из заданий игры «Бродилки» – путешествие из Перми Вычегодска через Новгород на поле Куликова. Это задумка уже отдела истории Национального музея. Мимо него ежедневно проходят семьи с детьми. Они с удовольствием прямо здесь, на улице города, окунаются в XIV век и преодолевают все сложности, которые приготовили экскурсоводы. Благо здесь есть подсказки. Можно просто решить пример, используя цифровую систему, которую придумал еще Стефан Пермский в 1372 году. Просто задание на активность, там немножечко пошалить даже вот тут вот в рамках городской обстановки, попоясничать немножко, ну такие вот разнообразные и на умственную деятельность, и на физическую активность задания. Мы слышим там средневековую музыку, гусли, лютни, для того, чтобы тоже создать атмосферу определенную. Напрямую с посетителем стараются не контактировать. Обычно люди самостоятельно разбираются в условиях игры. Кто-то добросовестно выполняет все задания, а кто-то просто делает селфи с ростовыми изображениями ратника и пермянок. В условиях пандемии горожане не могут посетить выставки музея, поэтому сотрудники связь с посетителями держат при помощи вот таких игр, мини-экспозиций на стульях и в окнах, а еще через социальные сети выкладывают квесты, мастер-классы и онлайн-открытия выставок. Елена Кононова, Олег Дюшков, телеканал Юрган.